Здравствуйте! В эфире программа «Интервью». Я представляю гостя в студии. Иван Сухарев, первый заместитель председателя Комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Государственной Думы Российской Федерации. Иван Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Иван Константинович, буквально недавно вышла книга Владимира Жириновского. Да, я не могу не с этого начать наше интервью, которое называется «Мои прогнозы сбылись». Насколько актуальна книга? Я ее даже специально для вас не стал открывать. Она вот в полиэтилене, новенькая, как говорят, с нуля. И я принес ее для того, чтобы подарить башкирскому спутниковому телевидению в вашем лице эту книгу. Изучайте. Это полезная книга, тем более в условиях того, что действительно его прогнозы сбываются. И в частности, если говорить про конфликт Израиля и Ирана, когда Израиль напал на Иран, то есть, собственно говоря, история повторяется. Мы помним, как Соединенные Штаты напали на Ирак без какого-либо повода, то есть обвинили сейчас Иран в том, что они создают ядерное оружие, либо рядом уже с этим созданием ядерного оружия. И, собственно говоря, совсем без причины напали на это дружественное России государство. И Владимир Вольфович фактически до дней предсказал это событие, немножко ошибся. Он говорил, что начнутся эти события 7 мая, начались чуть позже, но, честно говоря, я, человек, который говорил о том, что он с помощью своих знаний, своего аналитического ума мог заглянуть в будущее, стал сомневаться. Действительно, как и Константин Борисович, который мне сказал, это невозможно, он действительно был пророком. И, собственно говоря, его пророчества сбываются. И надо смотреть, что последует за этими событиями. А за ними может последовать серьезный миграционный кризис, когда вот эти люди, миллионы людей, побегут в сторону Азербайджана и, возможно, в сторону России. И к этому надо быть готовыми, к этой серьезной миграции. Еще много событий, которые описаны в этой книге. Я уверен, что будет интересно почитать эту книгу и полезно. Иван Константинович, спасибо огромное за подарок. И давайте еще проговорим о том, с какими инициативами выступает партия ЛДПР. Я бы хотел в первую очередь напомнить нашим гражданам, нашим землякам, жителям республики о скорбном событии, которое произошло 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. И итогом стала гибель мирного населения. Собственно говоря, у меня погиб прадед в ходе этой войны. Дед вернулся живым, но умер достаточно рано. Эта война затронула фактически каждую семью. И когда пытаются стереть нашу историческую память о подвиге нашего великого народа, мы не допустим этого. И, конечно, вот здесь я напоминаю, что каждый должен вспомнить это событие, потому что оно касается каждой семьи, которая проживает здесь, на территории России. И вспомнить тех, кто обеспечил и обеспечивает сейчас, кстати, нам мирное небо над головой и возможность здесь в эфире находиться и общаться. Вы видели, как в прямой эфир в Иране прям влетела ракета. Даст Бог, такого никогда не будет здесь, на нашей земле. Поэтому, конечно, в первую очередь вспомнить тех, кто пал, отдал свою жизнь за наше будущее, светлое будущее. Поэтому как-то так, начать с этой, наверное, грустной нотки. Да, но еще мы провели прием граждан, конечно, потому что все законодательные инициативы, которые проходят через наш законотворческий совет ЛДПР, он работает достаточно эффективно. Огромное количество законопроектов превратились в законы. Немножко поменялся формат. Если раньше немножко нас обвиняли в том, что мы занимаемся популизмом, сейчас законопроекты наши более проработаны, проходят несколько стадий и вносятся уже такими более проработанными техническими и согласованными уже, в принципе, с комитетами, прошедшими нулевое чтение, так называемое. И, конечно, эти законопроекты появляются не на ровном месте.
потому что только общаясь, встречаясь с людьми, можно узнать о тех проблемах, которые у них есть, и как-то попробовать их решить. Где-то это удается адресно. Мы оказали помощь не так давно участнику СВО, с которого мошенники взыскали некую сумму денег. Был издан судебный приказ, но благодаря вмешательству ЛДПР удалось этот судебный приказ отменить. И более того, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но это вот как бы адресные такие моменты. На прием приходили в том числе люди, которые жалуются на низкие зарплаты, пенсии. Конечно, касается капитального ремонта наших зданий. То есть по Шакше приходили люди. Там ручьи подмывают фундаменты домов. То есть много всяких вопросов. Приходите обязательно к нам в ЛДПР, на Советскую 18, другие приемные. Мы вас ждем и сделаем все для того, чтобы вам помочь. Что касается законодательных инициатив. Извините, я вам дам слово, скажем так. Услышали о том, какие инициативы, как поддерживать жителей партии ЛДПР, но для того, чтобы поддерживать, нужно принимать соответствующие законы. Вот с какими инициативами сейчас выступаете? Ну, слушайте, очень серьезная тема, конечно, это мигранты у нас. Это очень серьезно, и тоже человек пришел на прием, жаловался на то, что его соседями по СНТ являются люди из Средней Азии, приезжие, которые шумят, как-то мешают, но мы выяснили, что так вот в целом явно они закон не нарушают, но якобы где-то они там выбрасывают мусор. Кстати, мусор это отдельная тема. У нас также продолжает работу экологический патруль ЛДПР. И вот в деревне Кляшево нам удалось устранить несанкционированную свалку. Свалки больше нет. Жители очень довольны. Вот. И, собственно говоря, что касается мигрантов, мы внесли законопроект с депутатами фракции ЛДПР о том, чтобы медицинская страховка мигрантов была за деньги. И медицинская помощь, любая, которая оказывается мигрантам, также не осуществлялась за счет бюджета, то есть за счет денег наших граждан. 60 миллиардов мы потратили за последнее время денег налогоплательщиков, наших граждан, на то, чтобы оказать медицинскую помощь мигрантам. Это неправильно, это не построенные детские сады, школы, больницы, ФАПы. Это надо прекращать, конечно. И за отсутствие такой страховки, надо депортировать этих людей, вот и все. Это не какая-то наглость, не отсутствие гуманизма. Это жизнь, потому что приоритет должен отдаваться не мигрантам, приоритет должен отдаваться гражданам России. Вам не кажется, что здесь мы какой-то действительно антигуманный принцип применяем? Нет, мне не кажется. Мне кажется, отсутствие больниц наших, отсутствие школ для наших граждан, отсутствие ФАПов, отсутствие качественного медицинского обслуживания, это как раз отсутствие гуманизма. И отсутствие гуманизма, конечно, это когда очереди в наших больницах формируют сотрудники регистратуры, понимаете, записываясь 68 раз, как было в Красноярском крае. Я направил запрос, по всей стране идут проверки. Посмотрим на результат. Это недопустимо. Приходишь, людей в больнице нет, а как будто стоишь в очереди. А оказывается, все сфальсифицировано. Это мошенничество, это недопустимо. Таким образом, 68 человек не получили необходимой помощи. Но я говорю про Красноярск. Поэтому мы занимаемся всеми в целом вопросами. Законопроектов очень много у нас, разных, в том числе касающихся миграции. Но есть еще и законопроекты, к примеру, это запрет на использование перевозчиками овербукинга, продажа энергетиков в школах. Какой бы отметили самый важный? Вообще законопроекты ЛДПР это всегда актуальные, важные законопроекты. И они базируются именно на обращениях наших граждан. И, собственно говоря, на том, что депутат ведет работу на земле. Мы знаем о проблемах, которые существуют. Это вейпы, это электронные сигареты различные, это продажа энергетиков несовершеннолетним. Это жизнь и здоровье наших граждан, наших детей.
Кстати, приходил Михалков, он как раз вспоминал фразу великого Менделеева о том, что население Российской империи, правда он немножко ошибся, должно было составить 600 миллионов к 2000 году. Он говорил про 550 миллионов и немножко позже. Но в силу определенных обстоятельств, гражданские войны, революции, Первая мировая, Вторая мировая война, сколько мы имеем? Мы даже до 150 миллионов сейчас не дотягиваем. Поэтому демография это тоже очень важный момент. И демография без здорового населения, она невозможна. Потому что очень много больных детей. Мы понимаем, что экология где-то страдает. Но на наш взгляд ЛДПР, люди должны питаться здоровой едой, пить чистую воду и дышать нормальным, чистым воздухом. Это здоровье. А когда они употребляют энергетики, когда дети, причем, самая такая подверженная всем этим негативным влияниям категория наших граждан, употребляют вейпы, они не понимают просто на самом деле, им кажется, такая вот вроде покурил, безобидная вещь. А последствия, которые влечет за собой употребление вейпов, они об этом даже не знают. У нас был законопроект изменения в закон о защите прав потребителей, чтобы поставщик товаров, работ и услуг предупреждал о возможных вредных последствиях товаров, работ и услуг. Потому что мы смотрим рекламу, ой, Макдональдс, или сейчас ладно, какие-то другие фастфуды, еще что-то рекламируют, какие-то шоколадки. Но на самом деле это все влечет ущерб, как правило, для здоровья нашего населения. И, конечно, энергетические напитки, они вредны для несовершеннолетних. Поэтому мы всегда выступаем за здоровье наших граждан. Для нас это приоритет. В первую очередь, конечно, это алкоголь, сигареты, вейпы, энергетики. Что касается овербукинга, конечно, люди жалуются. Человек купил билет, приходит, а места для него в самолете нет. Поэтому это надо заканчивать. Люди тратят время, деньги, куда-то опаздывают. И, собственно говоря, рушатся даже судьбы. Человек может опаздывать куда-то на свидание. Девушка может подумать, что плохое, что человек симулирует, оказался не там, не в том месте. Мы не имеем семьи, не имеем демографии, понимаете? Иван Константинович, время нашего эфира стремительно близится к завершению. Я не могу, коротко очень спрошу о проведенном мероприятии в мае. Это именно юный техник, насколько я понимаю. Юные техники и изобретатели, Всероссийская конференция. Какие результаты, какой итог? Итог самый позитивный. Дети довольны, получили подарки. Мы всех поздравили. Ждем в Москве в сентябре 2025 года. Сколько ребят поедет из Башкортостана? 144 номинанта у нас там было. Сейчас я точно не отвечу. Но надеюсь, что человек 20 будет вместе с наставниками. Спасибо огромное, что нашли время, пришли сегодня к нам в студию и поделились своими инициативами. Спасибо. Спасибо, до свидания. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.